Первый этап проекта «Лаборатория будущего» – отбор участников, в рамках которого происходит обсуждение вопросов технологического развития страны, в частности, искусственного интеллекта, биотехнологий, экономики будущего, гуманитарных знаний и саморазвития человека. Первым заданием для студентов стало тестирование. Нам сейчас раздали тест определения ведущего мотива. Я немножко пробежалась, и у нас есть такие вопросы, как, например, что вас больше замотивирует выполнить сложное и трудоемкое задание. По итогам отбора самые способные ребята будут работать в лаборатории будущего. Студенты Ингушского государственного университета к прохождению первого этапа межрегионального проекта подготовились задолго до его начала. Последние несколько дней делали акцент на именно направление в лабораторном стиле. Это патриотизм, это научное развитие страны, то, на каком уровне сейчас находимся. Все это мы изучали, разбирали. Вторым заданием для студентов стало прохождение мини-игр в команде. Это покажет, насколько ребята умеют совместно работать над решением небольших задач, развивая навыки сотрудничества, коммуникации и лидерства. На данный момент мы придумываем название нашей команды и девиз. И сейчас, собственно, будем писать и показывать другим нашим противникам. В целом, ощущения положительные. Проект «Лаборатория будущего» получил поддержку Фонда президентских грантов. В его рамках планируется охватить ребят со всех регионов Северокавказского федерального округа. В последние годы в нашем обществе происходят серьезные изменения во всех направлениях нашей жизни. Поэтому адаптация наших будущих специалистов к будущей жизни, будущим изменениям в науке, в народном хозяйстве – это очень важно, принципиально важно. Координаторы проекта «Лаборатория будущего» уже провели отбор в Ставрополе и в Нальчике. После Ингушетии планируют посетить Карачаево-Черкесию, Дагестан и Северную Осетию. Ребята будут разрабатывать свои проекты и впоследствии под нашим зонтиком наших партнеров их реализовывать. Суть всей этой работы будет нацелена на формирование консолидирующих смыслов, потому что Кавказ – это единое поле, Кавказ – это часть России, и нам нужно преодолевать границы, нужно ломать барьеры, которые в каком-то смысле все еще сохраняются, чтобы мы не делали, чтобы мы не говорили. Принять участие в проекте могут не только студенты, но и молодые люди с активной гражданской позицией до 35 лет. Мадина Цора, Сулейман Костоев, Магаз, 24.